хоць яны маглі, конечно, нас пусціць, таму што паседжанне на першым паверсе вось. І яно-то зачыненае, ну але да пачатку суда мы маглі б зайсці хаця б на пару хвілін тут. І мы прасілі як бы по-добраму. Ленинский рода города Могилева, майор милиции Корниенко. Здесь общественное место. В настоящее время в интернете на сайтах введен вброс информации с призывами собраться возле здания областного суда для проведения санкционируемых массовых мероприятий. Пожалуйста, покиньте данное место. А где можно хоть стоять? Вы с какой целью сюда пришли? Ну как, может пустят, ну поддержать. Судебное заседание закрыто. Ну может откроют. Я, например, хочу узнать. Судебное заседание закрыто. Адвокаты сейчас Пожалуйста, прокиньте данное общественное место, иначе ваши действия будут расценены как Вы хоть подскажите, несанкционированное массовое ограничьте это Общественное место. Мы граждане Республики Беларусь. Я еще раз говорю, в настоящее время в интернете идут призывы Понятно. о несанкционированном сборе в областного суда. Понятно. Поэтому я На предлагаю скамейках вам можно покинуть данное общественное на место скамейках можно Это общественное, все правильно. и не Общественное нарушать место. общественный порядок. обозначьте, где можно стоять. Вот там, где. Ну, чисто по-человечески Пожалуйста, поддержать прокиньте. хочется. Судебное заседание закрыто. Но мы туда не идем. Мы Он не не идем увидит вас, и вы его тоже не увидите. Пожалуйста, не собирайтесь. Он не сердцем организовывайте чувствует. большую Ну, вы же на толпу в вопрос так и не общественном ответили. месте. Мы думали, што мы хаця б зойдзем на вот пару хвілін, пакуль не аб'явяць, што закрыты працэс. Нам бы, як родным, гэтага было дастаткова, каб проста пабачыць. Таму што ну, мы на больш ні на што іншае не разлічым. Ну, бачыце, нават такога нам не дазволена. Что теперь будете робить? Ой, ну я не знаю, што мы будзем рабіць. Ну, мы, відаць, будзем тут, будзем заходзіць, сходзім, памолімся, сходзім на пошту, там адправім тэлеграмы, нейкія лісты адправім. Што-небудзь уже будзем рабіць, раз прыехалі, не ведаю. Оля, іх привезли, вядома. Ну, мы не бачили, як іх везлі. Ну, по тым, што там все в бронежилетах, і, прабачце, ледзьве там не Уважаемые з граждане, кулямётамі. я вам еще раз говорю, Вы зараз покиньте, ходите, покиньте, пожалуйста, Так площадку это можно перед стать, судом. как журналисты Покиньте будут. площадку перед Где? судом. Площадка до лавок, а Вот потом она, дорога. вот она площадка перед судом. Покиньте. Скажите, пожалуйста, вам вопрос. Как вы считаете, почему все 7 человек проходят по одному делу? Знаете, так как суд закрытый, я не знаю почему. Что там, что они там вместе, их задерживали порознь, судят вместе, суд закрытый. Поэтому какой суд, такие и сведения вот у меня. Владимир Иванович, но вы же передавали передачу, то есть они приходили разными этапами, получается, Да, даже. по одному приходили. А как Да, считаете, да. а почему? Ну, потому и приходили, потому что у всех разные дела, мне так кажется. Всех задерживали в разное время по разным обстоятельствам. Чего их будут судить вместе? Ну, їм же здається однолікове всім обвинувачення, там масові безпорядки. Нет, там... Ну, организация, Ну, что-то такое. Нет? я сейчас не могу сказать, что в конце будет объявлено, но смысл происходящего в том, чтобы скрыть от общественности. Людей судят 7 человек вместе, привезли порознь. Почему вместе судят? Почему суд закрытый? Значит, если они в чем-то виноваты, почему общественность не должна знать и не видеть? Ну, докажите всем, что они виноваты. Ну, по крайней мере, на тех судах, где я присутствовал, по Кабанову, допустим, и Петрухину, там я не видел их вины вообще. И адвокаты были гораздо более убедительны в своих выступлениях, чем прокурор, который просто оперировал цитатами из учебников по историческому материализму. Ну, а на ваш Они, погляд, да, а не аргументы. а на ваш погляд, чому іменно того Могилєва? Ось і Кабанова привезли, і зараз эту групу привезли. Чому Могилєв? Вот почему в Могилев, так, ну да, вот в Могилев возят почему-то. А почему в Могилев возят? Подальше от людских глаз, на восток, подальше от родных, подальше от общественности, которая окружала этих людей. Ведь получилось так, что эти люди к Могилеву никаким боком отношения не имеют. Почему Дударева судят из Могилева, судят в Чаусах? Почему Климкову и ее друзей из Могилева судили в Круглом? Логики здесь никакой нет. Одна мысль напрашивается одна. Подальше от людских глаз.
подальше от общественности. Пока я другого не вижу. Скажите, на что-нибудь поделитесь с нашими судами? А про что вы кажете? Конечно, не. Конечно, не. Я это сказала і старшині, що судячи по тим, що у нас ні до законів зараз, ні на який справедливий суд. По-перше, суда оголі не повинно було бути. Його не повинно було бути, там нема нічого. Там все від початку до кінця висосано з пальця. Ось і все. Я просто просила, зробіть виключення. Його там, скажіть, нас хоча б до суда. Вот это початку суда. Зосталося ніяких. Олег, ви подали скаргу Так. на якої нагоді? Скаргу з нагоди порушення правов чоловіка і без підставного, без обґрунтованого обвіщення судового підсудження зачиненим. Ну, а звичайно, на такі скарги, це, напевно, не перше такі суди. Що відказують? Ну, до гэтага я не писал такого, не ведаю. Это перший у нас выпадок такие. Скаргу подал, почекаем, что откажут.